Сегодня состоялось заседание коллегии Министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии об итогах года и то, что предстоит сделать в 2019 году. Мероприятие началось с выступления Умалата Таршоева. В своем докладе он отметил, что необходимо сфокусироваться на таком важном направлении, как повышение темпов роста объема внебюджетных инвестиций, активизировать работу по улучшению условий ведения бизнеса, особое внимание уделить развитию малого и среднего предпринимательства. Несмотря на то, что год был тяжелый, республика смогла достичь положительных показателей по объемам промышленного роста и по объемам роста сельхозпроизводства. Для субъектов Российской Федерации, как и в целом для страны, 2018 год отметился экономическим подъемом. Республика Ингушетия не стала исключением из этого правила, о чем свидетельствует динамика основных макроэкономических показателей по итогам прошлого года. Индекс промышленного производства составил 107,7%, это первое место по СКФО, в том числе по обрабатывающим производствам 138%. Это и по СКФО, и по Российской Федерации первое место. Индекс сельхозпроизводства вырос на 9,7%, здесь второе место по Северо-Кавказскому федеральному округу. Объем выполненных строительных работ вырос в 1,8 раза к предыдущему году. Реальные денежные доходы населения выросли на 0,7%. Начисленная среднемесячная заработная плата выросла на 10,6%. Деятельность министерства в 2018 году была направлена на сохранение стабильной социально-экономической ситуации в республике, формированию благоприятной инвестиционной среды, реализацию целевых программ территориального развития, поддержку малого и среднего предпринимательства. В текущем году программу Минкавказа России на 2019 год министерством было заявлено 4 новых проекта, ориентированных на импортозамещение и экспорт. Кроме того, в 2018 году в Республике Ингушетия завершено строительство 2 заводов, реализованных на промышленно-инвестиционных площадках города Карабулак и сельского поселения Алиюрт. Проведена работа по разработке и утверждению 3 региональных проектов на 2023 и 2024 года в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Проведен подробный анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 33 ГУПов, на основании которых сделаны выводы и предложения по каждому предприятию. Материалы направлены в правительство Республики Ингушетия. По итогам работы республика вошла в список 40 субъектов, 40 самых успешных субъектов страны. 38 место мы заняли. И получили грант в размере 167 миллионов рублей. В рамках исполнения 548 указа на региональном уровне принят нормативно-правовой акт, в соответствии с которым Минэкономразвития в ежемесячном формате направляет в правительство промежуточную информацию о фактически достигнутых значениях показателей оценки эффективности. В целях обеспечения участия Республики Ингушетия в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы Минэкономразвития Ингушетии разработаны 4 региональных проекта, реализация которых начата с 2019 года. Основными мероприятиями в рамках данных проектов являются создание центра «Мой бизнес», объединяющие на единой площадке уже созданные организации инфраструктуры поддержки МСП, создание центра поддержки экспорта ориентированных субъектов МСП, микрофинансирование, реализация программы по популяризации предпринимательства. В целом, если говорить о экономике, у нас очень неплохое движение. Конечно, если говорить о масштабности экономики, здесь вопросов немало, но в целом мы движемся очень неплохо. Да. И работа Министерства экономического развития приобрела такую солидность и уверенность. Да. Ребята работают квалифицированно, грамотно работают, все отделы очень неплохо работают. Вместе с тем мы указали на некоторые направления, что нужно больше обратить внимание. В частности, было бы неплохо разработать долгосрочные программы развития АПК и промышленности, скажем, на период до 2040 года, с тем, чтобы мы вышли к этим, на уровень самодостаточности, скажем, где-то на 80%, и продовольственная безопасность, чтобы она была обеспечена тоже, вот, скажем, на уровне 80%. Вот если мы к этим показателям за эти 20-21 год выйдем, это будет очень неплохо, это будет очевидный успех. Все задачи, поставленные правительством перед Минэкономразвития Ингушетии, будут в обязательном порядке выполнены в 2019 году. Тамара Арчакова, Ислам Белакиев, Новости 24.